Это предпоследнее заседание Госсовета перед уходом на летние каникулы. Поэтому один из важнейших вопросов – утвердить исполнение бюджета за прошлый год. Доходы республики были выше, чем расходы на 4 миллиарда рублей. Росло производство, турпоток и оборот розничной торговли. Но не все так гладко в отчете счетной палаты. Финансовые нарушения почти на 3,5 миллиарда рублей. Недостроенных объектов выявили более чем на миллиард рублей. Верхний Услон очистные 70 миллионов рублей. Рыбная Слобода очистные 40 миллионов рублей. Более 10 лет, которые движений нет. Роддом в Бугульме с 2005 года 90 миллионов уже заложено, туда денег уже истрачено. Отчет счетной палаты представили на сессии в сжатом виде. Его подробности вот в таком докладе. Льготные лекарства для татарстанцев, к примеру, закупленные на 21 миллион рублей, пришлось списать из-за срока годности. А 40 машин станции скорой помощи простаивали без дела. Так врачей приходилось ждать по 10 часов. В отношении должностных лиц станции скорой помощи столицы возбуждено уголовное дело. Всего же к дисциплинарной ответственности по итогам проверок счетной палаты привлечено 76 человек. Но самая главная задача у нас не довести до суда, не посадить, а не допустить. Профилактическую работу проводить, чтобы в финансовом плане и в других направлениях деятельности, которые подпадают под контроль счетной палаты, у нас был полный порядок. Подвели сегодня первые итоги мусорной реформы. Отходы вывозят, но вот где обещанные контейнеры для раздельного сбора в районах, интересуются депутаты. И куда уходят деньги, собранные рекоператорами? Разница тарифа между горожанином и селянином, даже селянин больше, 78. Много коровы не держат. Все покупают. Меньше мусора, а больше, как говорится, платить. Тем более я согласен, ведь ничего изменилось. Где эти деньги? Оператор, который пришел на конкурс и победил, принял на себя обязательство вложить, там один оператор 2 миллиарда в инфраструктуру. Средства, которые он собирает, они идут на те задачи, которые он должен выполнить, рассчитаться со всеми, полигоны же пока не его тоже. То есть со всей инфраструктурой рассчитаться с транспортниками. А вот как наказать тех, кто не платит за вывоз мусора, депутаты пока не знают. На сегодня это одна из главных проблем всех региональных операторов страны. Из-за отсутствия договоров на вывоз мусора компании работают в убыток. По республике это 70 миллионов рублей. Была инициатива от многих субъектов, которые также начисляют плату на человека, чтобы эти данные для регионального оператора от государственных органов были открыты. И тогда начисление для населения будет полностью произведено. Мы встречаемся с главами районов, с главами сельских поселений, потому что на уровне своего сельского поселения они знают, сколько домов у них на той или иной улице, кто владелец этого дома. 5-й месяц этого года началась эта реформа. Еще ничего ладно, в чистополе контейнеры, говорят, разноцветные поменяли, новые поставили, если это правда. А в других регионах этого не видно, а плата выведена в отдельную строку и в разы увеличена. Не в разы, так на 30-70%. Мы авансируем, что ли, начало этой серьезной проблемы, ее реализации? Понимаете? Вот на это нужно ответ держать нам всем. Вопросов много, и ему скорее нужно выделять правительственный час. Сегодня сессия длилась без малого 7 часов. Следующее заседание пройдет в июле. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.